Здравствуйте. Почему туркменский народ должен бороться за свою свободу и независимость от диктаторов? Как туркменский народ должен бороться за свою независимость и свободу? Давайте рассмотрим эти вопросы. Сначала предисловие. В Туркменистане уже более 30 лет существует авторитарный режим. Диктаторы уходят со своего поста или ногами вперед, или передают свой пост по наследству своим детям. Все диктаторы Туркменистана наплевали на Конституцию, на законы, на международные соглашения, на свободные выборы, на конституционные права своих граждан. Они окружили себя такими же, как сами, коррупционерами и подхалимами. Это колоссальная постсоветская авторитарная система удержания власти, идущая в сторону феодализма. У диктаторов Туркменистана нет никакой народной поддержки. Они используют и манипулируют людей. Диктаторы не имеют ни идей объединения, ни способности грамотного управления страной, ни способности грамотного управления властью. Что всегда характерно для туркменских диктаторов, это то, что они все как один придумывают себе разного рода клички. Типа для того, чтобы получить народную любовь. Ничего не стесняясь, называют себя Туркменбаши, Аркада, Аркадарлы-Сердар, Сердар. Все эти клички из политтехнологий 80-х брежневских годов. Эти политтехнологии настолько стары и несовременны, что не имеют никакого отношения ни к сегодняшней конституции Туркменистана, ни к любви народа, ни к желанию народа любить диктатора. Самое смешное, эти диктаторы-клоуны прекрасно знают, что их никто не выбирал, что они захватили власть незаконно, что народ устал от них и не знает, как от них избавиться, что основная масса людей их ненавидит и хочет своими руками их уничтожить. Но сегодняшний режим все это пытается глупым образом скрыть. В Туркменистане политическая ситуация сложилась как в анекдоте. Вы, наверное, знаете этот анекдот, когда один начальник говорит своим подчиненным: давайте я буду делать, как будто вам плачу, а вы будете делать, как будто вы работаете. В Туркменистане диктаторы, полностью игнорировав Конституцию, международные законы и нормы, права человека, начали официально передавать власть по наследству. Туркменистан – это самая закрытая страна после Северной Кореи. Это страна, в которой нормальному человеку невозможно жить. Большинство людей мечтают уехать из этой страны. Эта страна является четвертой в мире по богатству природного газа. Это страна, в которой 45% жителей для того, чтобы прокормить свои семьи, вынуждены покинуть свою страну и работать трудовыми мигрантами за рубежом на низкооплачиваемой работе. Несмотря на конституционное положение относительно формальных ролей исполнительной, законодательной и судебной власти, в Туркменистане только исполнительная власть обладает какой-либо реальной силой. Хотя в Туркменистане и имеются большие электоральные возможности, к сожалению, выборы и референдумы в независимом Туркменистане, как на местном, так и на национальном уровнях, сохранили многие черты своих предшественников советской эпохи, такие как поголовная фальсификация и почти так называемая единодушная поддержка власти, то есть победителя. Почему мы должны бороться за свою свободу? Почему туркменский народ должен бороться за свою независимость от диктаторов Гурбангулы и Сердара Бердымухамедова? Чтобы глубже понять эти вопросы и найти точные ответы, давайте рассмотрим историю образования государства Туркменистан и как проходили за последние 32 года президентские выборы в Туркменистане. Немного справки. Независимость Туркменистана была провозглашена 27 октября 1991 года. Туркменистан является членом ООН со 2 марта 1992 года и нейтральным государством. Туркменистан – светское государство, президентская республика. Прошу вас обратить внимание на то, что государство Туркменистан образовалось 27 октября 1991 года, но тем не менее пост президента Туркменистана был введен во второй половине 1990 года, еще за год до образования государства Туркменистан. За год до обретения независимости Туркменистаном, за 2 года официального принятия новой Конституции независимой республики Туркменистан. То есть в Конституции нет должности президента, не расписаны его полномочия, нет закона о выборах президента, но тем не менее тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Туркменской ССР
Фактически глава республики. Моя фамилия Ниязов, Сапармурат Атаевич, первый секретарь Центрального комитета Компартии Туркменистана. С 21 декабря 1985 года коррупционер, карьерист, партократ Сапармурат Ниязов, несмотря на все это, грубо нарушая Конституцию и закон Туркменистана, 27 октября 1990 года проводит первые безальтернативные выборы президента Туркменистана. Коррупционер и политический мошенник Ниязов, уже 7 лет возглавляя республику, испугавший конкуренции, не допуская на выборы никаких конкурентов, боясь потерять свою власть, испугавшись здоровой конкуренции проводить с другими кандидатами открытые и честные выборы, в очень короткие сроки, пока никто так и не понял, что происходит в стране, быстро, незаконно, как мошенник, гроссмейстер, провел безальтернативные выборы с участием одного единственного кандидата. Естественно, только самого себя. И вы не поверите, он уверенно победил на безальтернативных выборах, набрав больше 90%. Создается закономерный вопрос, кого он победил на выборах? Да никого, потому что больше кандидатов не было. И наш туркменский народ, так сильно доверяющий уже в течение 70 лет пролетарскому руководству, был очень жестоко обманут гроссмейстером политического мошенничества Сапармурадом Ниязовым по кличке Туркменбаши Великий. Даже не вдаваясь в подробности в объем масштабной фальсификации проходивших выборов, состоявшиеся выборы были незаконными. Выборов вообще не было. Не было хотя бы еще одного кандидата, из которого надо было бы выбирать. Вот так политический мошенник, вор, партийный советский карьерист Ниязов объявил себя первым народно избранным президентом Туркменистана. Так в 1990 году, пока еще не образовалось само государство Туркменистан, избрав самого себя, Ниязов уже захватил и приватизировал как настоящую, так и будущую власть в Туркменистане. Все. Здесь очень сложно привести какую-то аналогию. Если сказать языком шахматиста, то гроссмейстер Остап Бендер по имени Ниязов сел за стол играть в шахматы с туркменским народом, сделал свой первый ход белой пешкой, нарушив все действующие шахматные правила, одним единственным ходом сразу поставил мат туркменскому народу. Народ Туркменистана даже не понял, что произошло. Вы скажете, так не бывает? Поверьте, в Туркменистане так уже происходит более 30 лет. Самое смешное в этой истории, обман был настолько очевиден, и все было видно невооруженным глазом, что это не по закону, но народ не хотел это слушать и понимать. Оболваненный народ рукоплескал и поздравлял партократа, политического мошенника, гроссмейстера Ниязова. У народа в это время были другие проблемы. Как найти работу, как ее не потерять, как заработать больше, как прокормить свою семью. Если вы помните эти лихие 90-е годы, развал Союза, все экономические и партнерские связи в СССР были разрушены. Действующая власть была неэффективная, продукты в дефиците и раздавались только по карточкам. Для кого-то открывались новые возможности, а для кого-то они закрывались. Но все же у коррупционера, коммуниста Ниязова был великолепный шанс, как у Ататюрка, той властью, которой он обладал, провести честные и открытые выборы, наладить страну и двигаться вперед, правильно выстроить с ведущими странами международные отношения. Но обратите внимание, как поступил коррупционер, партократ и взяточник Ниязов. Коррупционер Ниязов в первую очередь провел незаконные безальтернативные выборы и мастерски украл всю исполнительную, а затем и остальные ветви власти. На этих незаконных, безальтернативных выборах президента он с помощью фальсификации одержал победу, набрав 98,3% голосов избирателей. Набрал так называемую рекордную поддержку избирателей. То, что Ниязов незаконно провел выборы президента несуществующего государства, украл с помощью фальсификации голоса избирателей и объявил себя президентом несуществующего государства, не то, что заинтересовало средства массовой информации бывших стран СНГ и свободного мира, а наоборот, все они печатали поздравления в его адрес от имени руководителей разных государств. Не проспали такой набирающий обороты тренд и подхалимы Туркменистана.
Дворцовые подхалимы, такие как Онжик Мусаев, Реджеп Сапаров, Джемал Сапарова и другие карьеристы, сразу же подхватили победу и попытались захлопать рукоплесканием победу великого политического мошенника, гроссмейстера махинаций Ниязова. Да-да, я не оговорился, когда сказал великий. Он в дальнейшем себя назовет и великим Туркменбаши. Рукоплескания дворцовых подхалимов были слышны даже в Москве. Но Москва уже была не та. И в то время ждать от нее каких-то комментариев было невозможно. У нее у самой были большие проблемы внутри государства. Уважаемые друзья, это не последнее грубое нарушение Ниязовым международных законов и Конституции Туркменистана. Это только начало. Далее, после обретения независимости Туркменистаном в результате распада СССР, этот карьерист-коррупционер, архитектор туркменской диктатуры Сапармурат Ниязов предложил Верховному Совету Туркменистана провести новые всенародные выборы президента для приведения своих полномочий в соответствии с новой конституцией независимого Туркменистана. То есть в 1992 году, после образования государства Туркменистан, прекрасно понимая, что при проведении выборов президента Туркменистана были грубо нарушены все как внутренние законы, так и международные законы, коррупционер и политический мошенник, гроссмейстер несуществующих шахматных комбинаций Ниязов 21 июня 1992 года проводит новые, уже вторые безальтернативные выборы президента Туркменистана. Я хочу обратить внимание туркменского народа и всех, кто смотрит сейчас это видео. Вот этот безальтернативщик по имени Сапармурат Ниязов и есть создатель и архитектор авторитарного режима в Туркменистане, с которым мы боремся и по сей день. Опять и как первый раз, уже во второй раз, безальтернативные выборы с одним единственным кандидатом проводились с грубым нарушением подписанных Туркменистаном всех международных норм, соглашений и действующей на тот момент Конституции Туркменистана. Международные наблюдатели отказались приезжать на эти выборы. И, естественно, объявили о том, что не признают эти выборы. Но кого это в то время интересовало? По официальным данным, явка избирателей на эти выборы составила рекордные 99,8%. Представленные результаты показали, что стало достаточно проведения одного единственного тура. За единственного кандидата на выборах по официальным данным проголосовало рекордные 1 миллион 874 тысячи 357 человек. Или 99,5% избирателей. В бюллетенях выборов также была графа «Против всех», под которым поставили галочку 9236 избирателей, или же 0,5% от общего числа избирателей. Недействительным был признан 231 бюллетень из 1 миллиона 874 тысячи 357 бюллетеней. И таким образом Сапармурат Ниязов, находящийся у власти в республике уже 7 лет, с 1985 года, уже во второй раз стал президентом Туркменистана уже независимой страны. Особенность этих выборов от предыдущих первых была такая. Кандидатом на вторые безальтернативные выборы президента Туркменистана являлся все тот же человек. Тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Туркменской ССР с 21 декабря 1985 года, фактически глава республики Сапармурат Ниязов. Он уже в этот раз выдвигался от Демократической партии Туркменистана, преемницы Коммунистической партии Туркменской ССР в составе КПСС. К моменту этих выборов Сапармурат Ниязов фактически правил республикой уже на протяжении 7 лет. На эти выборы, как и на первые выборы президента, не были допущены другие кандидаты, среди которых были как коммунистические, так и некоммунистические кандидаты, так и вполне демократические и оппозиционно настроенные к Сапармурату Ниязову личности, вышедшие на политическую арену в результате эпохи перестройки. В частности, активисты национально-демократического движения Агзабирлик. Уважаемые туркменистанцы, вот так проходили первые и вторые безальтернативные выборы президента Туркменистана. Выборы без выборов. Или, проще сказать, выборов вообще не было. Ниязов незаконно избранный президент Туркменистана. Но это только начало нарушения Ниязовым всей выборной системы Туркменистана. Так, следующие президентские выборы в Туркмении должны были состояться в 1999 году. Но срок президентских полномочий Сапармурата Ниязова был продлен 99,9% голосами
избирателей незаконно избранного органа Халк Маслахаты до 2002 года. Никакого народного референдума так и не было. Незаконно созданный, незаконный орган Халк Маслахаты, руководителем которого был сам Ниязов, проявил свои полномочия от имени народа. Обратите внимание на то, что незаконный орган Халк Маслахаты или Народное собрание во главе с Ниязовым, который заменил народный референдум, вынес незаконное решение о продлении полномочий президента Туркменистана. Уважаемые друзья, вам надо это услышать. Оцените очередной гроссмейстерский ход безальтернативщика-коррупционера Ниязова. Будучи руководителем так называемого Народного собрания Халк Маслахаты, он на очередном собрании по многочисленным просьбам членов и участников Народного собрания соглашается и принимает решение продлить свое полномочие президента Туркменистана до 2002 года. То есть он продлил полномочия самому себе. Нет, Ниязов не просто гроссмейстер-махинатор, а мега-гроссмейстер-махинатор планетарного масштаба. Я не должен, наверное, вам рассказывать, для чего было создано Народное собрание Халк Маслахаты, состоящее всего лишь из 2504 человека. Нет, расскажу. Итак, Народный совет или Халк Маслахаты является всенародным советом, состоящим из 2507 человек, представляющих все социальные слои общества. В его состав входят президент Туркменистана, избираемые народом халк-векиллеры, народные представители, депутаты парламента, Меджлиса Туркменистана, члены правительства, кабинета министров, руководители общественных объединений, главы местной администрации, делегированные предприятиями и учреждениями страны, представители трудовых коллективов. В общем, замешали туда все, что можно. Халк Маслахаты обладает полномочиями высшей государственной власти и управления. Он рассматривает и принимает решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности государства. Принятие Конституции Туркменистана, утверждение программ основных направлений политического, экономического и социального развития страны, назначение выборов президента и членов представительных органов страны, решает вопрос о проведении всенародных референдумов, ратификации и денонсации международных договоров. В ведении Халк Маслахаты находятся и другие вопросы, предусмотренные Конституцией и законами. Руководить работой Халк Маслахаты, избираемый его членами, председатель. Деятельность Халк Маслахаты регулируется Конституционным законом о Халк Маслахаты от 15 августа 2003 года, законом о выборах народных представителей Халк Векиллеры от 25 ноября 1997 года, новая редакция от 14 декабря 2002 года, и законом о статусе народных представителей Халк Векиллеры от 25 ноября 1997 года. Изначально этот орган был специально создан для контроля и узурпации всей власти в Туркменистане. Исполнительной, законодательной и судебной власти. То есть, используя Народное собрание или Халк Маслахаты, он принимал необходимые себе решения и узурпировал власть в Туркменистане. Это классический пример, когда один человек забирает, создавая всякие органы, как Халк Маслахаты, все полномочия государственной власти. Вот так образовывается диктатура. Официально 2/3 членов Халк Маслахаты не избирались, а назначались. Оставшиеся 1/3 так называемых народных депутатов тоже не избирались. Их безальтернативщик Ниязов избирал по рекомендации руководителей вилаятов, областей. Ниязов заставлял хакимов вилаятов предлагать только самых лояльных и верных людей со всего вилаята. Поэтому все в этом Халк Маслахаты рукоплескали и выдвигали сумасшедшие позорные предложения о восхвалении Ниязова, присвоении ему титула Туркменбаши, переименование города Красноводска в город Туркменбаши, награждение Ниязова 5 раз званием Героя Туркменистана. Теперь скажите, это народно избранный так называемый Народный совет или назначенные безальтернативщиком Ниязовым члены его ручного органа Халк Маслахаты? Все эти так называемые народные советы были созданы для замены действующей власти, парламентской и судебной. Этот орган был над законодательной и судебной властью. Это схема политического гроссмейстера-мошенника Ниязова полной узурпации власти в Туркменистане. Посмотрим на решение этого ручного органа Ниязова, так называемого Народного собрания Халк Маслахаты. В 1993 году Халк Маслахаты присвоил Ниязову титул Туркменбаши. В 1999 году Халк Маслахаты объявил Ниязова
бессрочным президентом, позволив ему переизбираться на должность любое количество раз. Ниязов воспринял эту идею с необыкновенной скромностью. В 2001 году, в день своего 61-летия, он заявил, что после 70 лет управлять страной очень тяжело, и пообещал уйти с должности в 2010 году. Однако Халк Маслахаты воспринял это заявление как дань восточным традициям, которые предписывают гостю отказываться от угощения, а хозяину в ответ только активнее стараться накормить. Президентские выборы 2002 года также не состоялись, так как Сапармурат Ниязов, великий Туркменбаши, 28 декабря 1999 года был официально объявлен Меджлисом Туркменистана пожизненным президентом Туркменистана. И, соответственно, очередные президентские выборы были отменены. В 2002 году Народный совет, так называемый Халк Маслахаты, объявил Ниязова уже пожизненным президентом, то есть позволил ему оставаться на посту до конца своих дней без всяких переизбираний. Также Народный совет переименовал месяцы, года и дни недели. Причем январь получил название Туркменбаши, а апрель был назван в честь его матери Гурбан-Султан. В тот же год было объявлено, что жизнь человека в Туркменистане отныне делится на 12-летние циклы. И в возрасте 61-73 года у человека наступает время вдохновения. В 2004 году Ниязов обратился к членам Халк Маслахаты с прочувственным заявлением: «Мой дорогой народ, вы долго просили моего согласия наградить меня. Могу я просить вас об одолжении? Можно? Я очень признателен вам за предложение меня наградить, но говорю, что один человек, одна личность не может сделать все. Если вы не возражаете, давайте проведем выборы президента в 2008 году или в 2009 году, когда мне будет уже 70 лет. Пожалуйста, позвольте мне уйти, потому что нет ничего вечного». Это заявление Ниязова вызвало у собравшихся членов Народного совета Халк Маслахаты бурю эмоций. «Вы, посланные нам Всевышним, должны пожизненно возглавлять нас», воскликнул председатель концерна «Туркменнефть» Сапармамед Велиев. «Мы не хотим слышать ни единого слова о выборах. Вы наш великий лидер, любимый отец и пожизненный президент. Мы вас выбрали и больше никого выбирать не хотим», вторил ему председатель колхоза Мурат Пиарды Сопыев. А первый секретарь политсовета Демократической партии, бывшей коммунистической партии Туркменистана, Онджик Мусаев, расплакался и заявил: «Наш вечно великий вождь, это вы привели народ Туркменистана к благополучию. Вы сделали туркмен похожими на туркмен». Какой позор! Как мы можем позволить вам уйти? Разве вы не видите реакцию людей? Если потребуется, мы будем умолять вас, стоя на коленях. В итоге, безальтернативщик, незаконно избранный президент и великий политический махинатор Ниязов согласился больше никогда не поднимать тему выборов, но в качестве компромисса уговорил членов Халк Маслахаты не присуждать ему в 6-й раз звание Героя Туркменистана. Члены Халк Маслахаты на этом не успокоились, что после закрытия собрания делегаты съезда долго толпились вокруг пятикратного героя, целовали ему руки, клялись в верности и вручали букеты цветов. Хоть и президентство Ниязова действительно стало пожизненным, но завершилось раньше, чем он на это рассчитывал. По официальной информации, Ниязов скончался в ночь на 21 декабря 2006 года в возрасте 66 лет. Уважаемые друзья, следующие президентские выборы состоялись в феврале 2007 года, только после смерти Сапармурада Ниязова, вечно великого Сапармурада Туркменбаши, пожизненного президента независимого и нейтрального Туркменистана, установившего в стране личную диктатуру и масштабный культ личности. А это уже другая история с одинаковыми результатами, с фальсифицированными, несправедливыми, непрозрачными выборами. Рассмотрим все это в следующем выпуске. Что бы я хотел сказать, уважаемые друзья? Я вам рассказал, как с начала образования государства Туркменистан проходили выборы президента Туркменистана. Еще далеко до начала образования нашего государства, в 1985 году, власть захватил коррупционер и партократ Ниязов. 27 октября 1990 года, еще за год до образования самого государства Туркменистана и за 2 года принятия первой конституции Туркменистана, где будет указана должность президента и его полномочия,
Политический мошенник, великий махинатор Ниязов провел безальтернативные выборы без единого кандидата и объявил себя президентом. То есть Ниязов еще до образования нашего государства незаконно захватил власть. С тех пор и до своей смерти он не провел ни одни открытые, честные выборы с участием альтернативных кандидатов. Используя так называемый Народный совет, он награждал и присваивал себе и своим умершим родственникам медали, титулы, ордена Героя Туркменистана, названия колхозов, совхозов. Сапармурат Ниязов незаконно захватил власть, не провел ни одни честные выборы и первым на постсоветском пространстве создал самый страшный авторитарный режим и масштабный культ личности. Он является создателем и архитектором диктаторского режима, который продолжает действовать сегодня в Туркменистане. Дальнейшую историю президентских выборов я вам расскажу в следующем выпуске. До свидания.